привет, дорогие друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! Привет! И о чем же наш первый сюжет? 2 года существует уже Северный стендап-клуб. Замечательные ребята его сделали. Да, неплохие такие. Классные ребята, я что могу сказать? Ничего плохого об этих ребятах вообще не скажешь. Дело говорит. Естественно, эту деятельность надо было как-то закрепить. Вот, и закрепили большим стендап-концертом. Да это нормальная практика. Ты не нужно, типа, закреплять. Это просто, типа, должно и так и быть. Раньше мы хотели выступать всегда хорошо, чтобы всегда все хлопали, и слава была, и всегда. Но ты понимаешь в процессе, что это невозможно, и что 80% твоего выступления — это фиаско. 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 То есть... Мне кажется, Сережа готовил это слово, да, типа, знаете, типа так, с утра его услышал. В блокноте выписал фиаско. Сегодня я должен спорить с фиаско. И сейчас в помире такого, сейчас я ляпну. Ты считаешь, чтобы запомнить какое-то слово, мне нужно записать его в блокнот? Ты просто ни разу его не использовал. Да? Ты ни разу не использовал это слово, сколько мы с тобой общаемся. Ну а как его можно было использовать? Типа в других ситуациях. Дайте мне, пожалуйста, хлеб, там майонез. Здесь хлеба нету. Фиаско, да. Фиаско-то фиаско, но тем не менее... Фиаско-то фиаско. Фиаско-то фиаско. Как имя какого-то итальянца, типа. Фиаско Ферричелли. Маленький фиаско. Фиаско. Подожди. Ну, а как это повлияло на то, как ты готовишь материал? Чем больше времени проходит, чем больше ты плохо выступаешь, тем больше ты потом к этому проще относишься. Ну, вышел, типа, ну, не получилось, ну, и все, и домой. Дальше пиши. Огромную роль играет то, сколько ты времени уделяешь в день на написание. Вот я стараюсь там 3-4 раза в неделю стабильно садиться писать. Ну, то есть, в конечном счете, все упирается в труд. В этой деятельности так вообще это очень большой А труд. иначе фиаско, ребят. Но те люди, которые не в теме, мы просто решили снять сразу же и открытый микрофон, и отчетный концерт, и познакомить зрителей с остальными участниками Северного стендап-клуба. Вот давайте посмотрим в этом сюжете, что же происходит. Давайте, смотрим. Привет, друзья! Каждую неделю в 21:00 мы собираемся на открытый микрофон. У нас это традиционное мероприятие, где мы проверяем что-то новое, то, что мы написали за неделю. Всем привет, меня зовут Кирилл. В Якутск попал случайно из другого северного города Мурманск. Первым делом, когда приехал в Якутск, сразу же нашел ребят, кто занимается стендапом, так как мне это интересно. Я приходил на открытые микрофоны вместе со своими друзьями, очень часто сюда заходил, и один раз мне просто предложили выступить. Я подготовил себе небольшой текст, парни меня заметили, ну и пригласили на большой концерт. Недавно было мероприятие, это большой стендап-концерт, где мы показывали только лучший материал, который накопили за определенное количество времени. Я вот не боюсь здесь выступать, но я очень боюсь выступать на больших сценах. Но отчетный концерт прошел замечательно. У меня жутко тряслись ноги, путались слова, но при этом я смог выступить, и мне очень понравилось. Подача очень важна, да. Любая полушутка, либо средняя шутка, которая прописана грамотно в образ и грамотно расположена в тексте, она становится сильной шуткой. Знаете, я уже, наверное, года 2 не был в спортзале, и я не был в спортзале не потому, что я там какой-то лентяй. Я не был в спортзале, потому что я просто боюсь туда пойти сейчас, понимаете? Потому что там все сейчас красивые. Я прям на них смотрю, они все такие красивые, накачанные. Ты просто стоишь, тебе просто стрёмно, понимаете? Стрёмно там находиться. Мне кажется, что я какой-то чужак на этой планете, понимаете? Подойду какую-нибудь гантель, возьму ее, начну поднимать, выбежит вот этот вот инструктор такой, как в «Аватаре». А, уходи отсюда, ты глупый, как ребенок. Ну, пошел отсюда, Блин, страшно мне, знаете. Допустим, неправильно употребленное слово, да, либо поставлено не в том месте в предложении, может просто съесть шутку. Сюда я приехал из-за девушки. Она мне сразу начала приучать, да, к вашим местным деликатесам. В первый день она меня накормила холодной строганина, да, правильно называется. На второй день угостила меня сырой жеребятиной. На третий день сырой печенью. Я думаю, что же за человек-то такой, да? Надо тоже какой-то подарок, да? На четвертый день показал ей огонь. В основном у меня тема связана с работой. То есть я продавец-консультант, и конкретного образа нет. Это просто я. То есть я такой в жизни. Итак, всем привет, меня зовут Александр. И я знаю, о чем вы подумали, как только я вышел на эту сцену. Ой, Гарри Поттер выступает. Этот жанр более честный, потому что ты рассказываешь о себе. Если ты врешь, если это к тебе никак не относится, к примеру, если я расскажу, типа, что у меня там тачка и куча телок, мне же никто не поверит. И все. Я перестал любить отношения, потому что я воспитан на отношениях, да, в романтических комедиях, да, когда они вот идут вместе, да, там идут, встречаются, там в конце потом танцуют, песни поют. Почему нет реальных романтических комедий, да, где вот ты написал ей ВКонтакте,
Она не ответила ей в ролях Уилл Смит, Натали Портман, Брюс Уиллис. Я больше люблю абсурдный юмор. Могу шутить про свою семью, резко перейти на то, что вас не бесят собаки, которые переходят светофор по зебре. Типа, что? Типа, почему ты перешагнул через этот? Поаплодируйте, пожалуйста, те, кто в том году узнал, что чокопай можно разогревать в микроволновой печи, и он становится в 2 раза больше и вкуснее. Просто чокопай в России выпускается уже 26 лет. И вам не кажется, что вот в этом году у них умер старый маркетолог? Или знаете, у меня есть такая версия, что этот маркетолог очень сильно боялся, что его уволят, поэтому хранил эту тайну все 26 лет. И вот в этом году этот момент наступил. Ему сказали: Алексей Геннадьевич, к сожалению, у Чокопая все хорошо, мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Сейчас вы все ляжете. Выделил бы Серегу и Дениса. То есть они реально как наставники очень хорошие, они покажут тебе, где вот здесь. Классный пацан. Я заметил, что современное поколение очень сильно зависит от смайликов. Если ты не поставил в конце смайлик какой-то, то значит ты обиделся на человека, да? Особенно если тебе пишет девушка, то это вообще проблема, да? И я просто что хочу сказать, я недавно научил бабушку пользоваться смс-сообщениями, да? И вот она всегда ставит точки. Абсолютно всегда, да? Мне кажется, она меня терпеть не может, да? И причем она даже когда спрашивает меня что-то: Денис, как дела, и точка, да, это утверждение, понял? Ну, они хорошие наставники, они всегда подскажут, где у тебя откровенно плохой материал, где вот шутку можно добить, где-то еще что-то. Ну, в общем, реально активные ребята. Я понял, почему все хотят свадьбу, особенно девочки. Вы же все хотите свадьбу только по одной причине. Вот по какой. Потому что все, что происходит на свадьбе, все, о чем говорят на этой свадьбе, это все говорят только о вас. Вот подумайте, начинается свадьба, заходит невеста в свадебном платье, и все думают, какая она красивая. Говорят, залетела она, не залетела, какая у нее прическа, вот это все. А про мужа кто-нибудь говорит вообще? Это же просто голова в костюме. Спасибо вам того. Никто никогда не говорит о женихе, понимаете? У нас нету ни единого дня, когда кто-то бы говорил о мужике целый день. Нет, хотя есть один день, и в этот день обычно говорят: ну он был хорошим человеком, и рано от нас ушел. А наш следующий сюжет посвящен смежной теме со стендапом. Это Science Slam. Это когда молодые ученые представляют свои работы простым языком. Какая-то доля юмора в их выступлениях должна присутствовать. Но юмор — это самый простой способ легко подать какую-то информацию. Да, вот я, кстати, к чему. То есть, мне кажется, вообще в любой деятельности все делать с упором на юмором. С упором на юмором. Пара-парам. Фиаско моей подачи. Сама суть Science Slam, что их работа должна быть научным исследованием собственным. И на фоне этого исследования говорят: я вот провел исследование, вот мое исследование. Ну тут шутки пошли смешные. Мне хотелось бы отметить, что наблюдается такая проблема у нас в стране. Научно-популярные материалы пропали. Они есть на хороших сайтах, можно найти хорошие научпоповские статьи, видео. Этого материала много, и он очень крутой, но проблема в том, что он недостаточно популярный. А я тебе скажу, почему. Блогеры все они сейчас стали. Эти видео с котиками видели? Да, а ты видел? А не надо. Слушай, у меня, знаешь что? У меня жена женщина. Она У меня жена женщина, я рад за тебя, серьезно. Дело в том, что у нас в стране очень много хорошей научно-популярной информации. Что? Он хочет сказать, что раньше было лучше. Я раньше-то как помню. Я знаете, что заметил? Да? Вот это Янки, вот сейчас просто смоделировали ситуацию. Это Янки при дворе короля Артура. Мы явно смоделировали сейчас ситуацию о том, что вот у нас научно-практическая информация, вот у нас то все остальное. И вот видите, как перебивает. А раньше во двор выйдешь, смотри. И там столько, не столько научно-практической. Ни у кого телефона нет. Все со своими научными работами. Ходят и рассказывают, Кто корбит подожжет, вот она тебе физика. Кто серебрянку подожжет, вот тоже физика. То лягушку распорят. Во всем мире Science Slam – это отличная возможность для молодых ученых заявить о себе. Узнаем, как проходит уже второй по счету научный баттл в Якутске. Мы представляем
свои исследования, вроде бы как они научные и могли бы быть очень скучными. Например, мое, хотя оно про музыку, но оно про классическую музыку, которая тоже не является развлекательной. Ребята рассказывают про мхи, про артические регионы. Это все не очень весело, но мы представляем его в такой форме, по крайней мере, попытаемся представить, чтобы это было интересно любому слушателю. Я занимаюсь палеонтологией, но я свою тему назвал «Кого ели в Древней Якутии». В древности люди ели всяких зверюшек, и я узнавал, каких зверюшек они съели. Я рассказала про оперный вокал у нас в Якутии. Я хотела, чтобы все знали, что у нас в Якутии очень бурно развивается оперное искусство, что у нас есть свои композиторы, что у нас есть духовная опера, что у нас есть великолепные артисты и, самое главное, подрастающее, перспективное молодое поколение. Впечатления в данный момент у меня только положительные, потому что пришло очень много народу. И в целом настроение, атмосфера была очень доброжелательная, веселая. Хотелось бы сказать спасибо всем, кто нам помог. В этом году я решил понабрать гуманитариев. Мне понравились все доклады, все ученые, они классные все ребята, они очень отзывчивые ребята. То есть тут каждый доклад уникален и интересен. Почерпнуть можно много чего. Больше всего понравилась работа мальчика-палеонтолога. У него с юмором интересная работа была. Нам понравилось выступление девушки, которая рассказывала про пение, про то, как сохранить свой голос. Человек подготовился очень основательно. Нам это тоже понравилось, поэтому мы за нее тоже болели. Мне больше запомнилось выступление вокалистки и Ивана Пономарева. Это были очень смешные выступления. Для самой услышать других участников было супер интересно, потому что я, конечно, знаю про свою профессию, но человек должен расширять всегда свой кругозор и знать про другие профессии, про то, чем занимаются, чем дышат другие студенты, и вдохновляться этим. И каждый из нас может сделать что-то новое, что-то большое для своей страны. Такие мероприятия стоит посещать для расширения кругозора в целом. То есть всего на этом свете узнать невозможно, а так вот прийти и услышать из первых уст что-то интересное от специалистов, которые этим занимаются, на мой взгляд, достаточно полезно для любого жителя города. И наш третий сюжет посвящен очень ценной нам теме якутского кино, а конкретно примере нового фильма, который называется «Спасатель», где, кстати говоря, играл наш друг, который недавно был у нас здесь в гостях, Владимир Сидельников. По-моему, идеальный человек. Вот. У него даже кот идеален. Актер, пилот, музыкант. Я вот когда хочу девушке понравиться, я вру ей, что я Сидельников, понимаете? Фильм называется «Спасатель». Это, я так понимаю, такая производственная драма задумывалась изначально. И мне кажется, это очень большой шаг для якутского кино, потому что оно наконец-то берет очень реалистичные темы. И поэтому этот фильм мы не могли обойти стороной, пошли на премьеру. Для всех настолько бытовое стало это. Вот ты кем работаешь? Пожарным спасателем, вот МЧС я, да? Для всех это какая-то бытовая профессия. А это ж не бытовая профессия. Это же постоянно выбор. Это такая не то, что драма киношная, это реальная жизненная драма о реальных жизненных героях. Люди должны понимать, что вот есть такая профессия. Человек на повседневной основе рискует своим здоровьем и своей жизнью. Ради твоего здоровья и твоей жизни. Да. Никто из нас не застрахован, что попадет в ситуацию, где у кого-то беда. Ты же не профессионал. Поможешь репостом. Ты же не лайкнешь эту ситуацию, не расскажешь друзьям об этом. А тут есть у людей четкая инструкция, они знают свою работу, они берут и спасают. В Якутске состоялись премьерные показы нового кинофильма режиссера Михаила Лукачевского «Спасатель». Это фильм не только о нелегкой работе, но и о взаимоподдержке, о человеческих отношениях и семье. По словам главного оператора Виктора Лифу, трудности производства стоили результата. Фильм сам вообще про спасателей, про людей, которые всегда рискуют жизнью, да, и во время съемок мы пытались все это на экране показать на самом деле, да, как это происходит. Поэтому каждая сцена почти, да, вот, была связана с риском. Для съемок сцен погони необходимо было перекрывать улицы, проводились подводные съемки. Это очень сложный процесс. Такого, наверное, в Якутске еще не снимали, я имею в виду по сложности съемок. Была сцена, где мы показывали спасение под водой. Мы протянули световое оборудование над озером. То есть, если бы лампы упали,
я, оператор, актер и еще там вот режиссер тоже вместе со мной плавал, мы бы все бы уже тут, ну, вам интервью бы уже не давали. Спасателем может быть только живой, а не мертвый. Это моя первая главная роль именно в фильме. Это мой дебют. Понял, что такое, наверное, актер кино. Это очень сложная профессия. С сегодняшнего дня переходим на режим повышенной готовности. Боевик, все вертолеты падают, стрельба. И вот такое впервые вроде бы в Якутске. В якутском кино я считаю, что просто необходим положительный герой, которому подрастающее поколение подражало бы. Фильм о мужестве, об отваге, о героизме. Драму с элементами боевика, с достойной операторской работой и актерской игрой можно увидеть во всех кинотеатрах города. Ну что, дамы и господа, на этом наша телевизия. Дамы и господа. Встречайте, дамы и господа, ведущий Сергей Орлов. На этом наша передача подходит к концу, к сожалению. Подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме prop.tv, на наш канал на Ютубе и наше сообщество ВКонтакте Prop.tv. Улыбайтесь. Всем пока. Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента предлагает обучение на базе среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. Всегда актуальные направления – менеджмент, экономика и юриспруденция. Дополнительные курсы – 1С, управление персоналом, сметное дело и другие. Семинары и мастер-классы от практикующих специалистов. Насыщенная внеаудиторная жизнь, секции и творческие студии. Действуют бонусы и скидки. Для студентов работает общежитие, спортзал, библиотека и компьютерные классы. Всем выбери свой путь. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.